Начало сотрудничества российской газеты и БНК положила автоэкспедиция от Балтики до Арктики, которая собрала огромную аудиторию в интернете и соцсетях, более 1,5 миллиона человек. Показала отличные результаты по росту индекса цитируемости и продолжает вызывать большой читательский интерес. К примеру, мы совместно организовали несколько больших мероприятий по итогам нашей совместной автоэкспедиции. Это и встреча участников экспедиции в медиацентре российской газеты в Москве, открытие большой фотовыставки в Архангельске, в церемонии открытия которой приняли участие первые лица региона, губернатор области Игорь Орлов, председатель Архангельского областного собрания депутатов Виктор Новожилов, мэр Архангельска Игорь Годзиш, руководители местных учреждений культуры, музеев, театров. Готовя это соглашение, мы обсудили ряд перспективных проектов, которые намереваемся осуществить в следующем году. Кстати, открою секрет, мы планируем не ограничиваться рамками одного региона. Мы намерены быть проводниками российской газеты в Республике Коми с тем, чтобы открывать для журналистов и, следовательно, для многомиллионной аудитории российской газеты новые точки на карте нашего региона и новые темы для журналистов. Фактически информационное агентство БНК уже является опорным партнером российской газеты в Республике Коми. С начала года мы осуществили несколько очень успешных проектов. Это и совместная автоэкспедиция от Балтики до Арктики, и участие РГ «Велоночи» в Республике Коми, и совместное участие в российском форуме школьной прессы в Пушкине. Журналисты российской газеты публикуются на сайте БНК. В свою очередь, корреспонденты БНК работают с российской газетой и журналом «Родина». И наше сотрудничество – это успешный пример эффективной коллаборации двух брендов в сфере медиа. Надо признать, что это очень большая редкость. По крайней мере, на северо-западе я таких историй не знаю. Я хочу отметить, что несмотря на всю разницу масштабов наших изданий, партнерство осуществляется на паритетных началах, с полным учетом взаимных интересов. И что важно, в наших взаимоотношениях нет снисходительности большого брата по отношению к малому, нет перетягивания одеяла и ненужной конкуренции. Есть четкое понимание общности задач, есть негласные этические нормы, которые мы выдерживаем, и есть большие совместные планы, которые, как мы надеемся, принесут нам и рост читательского внимания, и ощутимые финансовые результаты.